Добрый вечер. Время реальной экономики. В студии Тимур Бекмурзин. И время проанализировать, каким был для нас год уходящий 2021. Середина декабря – подходящий для этого момент. Возможно, впереди нас еще ожидают яркие истории, открытия, но, безусловно и безоговорочно, год уходящий войдет в историю российской экономики и нефтехимии, как год, когда произошло объединение нефтегазохимических бизнесов группы компаний «Таиф» и холдинга «Сибур». Я даже не сомневаюсь, что нам еще предстоит оценить весь масштаб этой грандиозной сделки. Это произойдет уже в году 2022. Оценить в том числе на примере развития предприятий Татарстана, которые вошли, как говорят специалисты, в периметр сделки. Это будет, я вас уверяю, знаковый период и колоссальный прорыв как для татарстанской, так и для всей российской нефтехимии. И мы это увидим своими глазами. Что касается потерь и трудностей, в уходящем 2021 они тоже были и были связаны во многом с пандемией и ее последствиями. И тем не менее, как ни парадоксально, хотя год для экономики был непростым, трудным, в целом для той же отечественной нефтехимии он был успешным. Причем выход из сложной ситуации кризиса в химии и нефтехимии произошел еще в конце 2020-го. В 2021 тенденция устойчивого роста продолжилась. Цифры будут, конечно, позднее, но уже по итогам 2020 года производство этилена в стране выросло почти на 41%, полимеров этилена в первичных формах на 45%, в том числе полиэтилена на 76%. Выпуск пропилена увеличился на 16%, а полимеров пропилена в первичных формах на 36%. И дело даже не только и не столько в этих, прямо скажем, хороших показателях. Отечественная химия и нефтехимия, хотя и мощно прибавляет, пока еще отстает от мировых лидеров по физическим и финансовым результатам. Однако в качественном развитии, в вопросах технологий, экологической безопасности мы серьезно продвинулись. И это очень хорошо заметно на примере такого предприятия, как «Казань-Оргсинтез». Как сложился год для одного из лидеров российской нефтехимии, какие награды и достижения стали самыми яркими и запоминающимися, какие достижения самыми впечатляющими, как преодолевались трудности и что планируется реализовать в ближайшем будущем, об этом в ближайшие 25 минут в программе «Реальная экономика». Смотрите в этом выпуске. Сделка века «Таиф плюс Сибур». Какой синергетический эффект нефтехимическому комплексу страны принесет объединение? Какие перспективы открываются перед «Казань-Оргсинтезом»? Экспертные оценки и наша аналитика. Модернизация и перспективы. Какие важные открытия ожидает «Оргсинтез» в недалеком будущем? Новые заводы и модернизация действующих производств. Что в планах у компании на ближайшие 5 лет? Все расскажем и покажем. Экологические проекты и энергоэффективность. Какие достижения и награды «Казань-Оргсинтеза» в 2021 году были на слуху у всех? Предстоит серьезная большая работа. Мы сейчас не просто «Казань-Оргсинтез», мы сейчас уже «Сибур». И у нас впереди большой, длинный и, я думаю, успешный путь. Казань как точка роста большой химии на промышленной карте России. Что это дает компании и всему Татарстану? Подробнее в программе «Реальная экономика». Как мы уже сказали, объединение нефтегазохимических и энергетических активов группы «Таиф» и «Сибур» стало событием года в экономике, по крайней мере, в нашей стране. Это событие мирового уровня и масштаба, о чем мы сегодня еще расскажем. И мы не будем подробно, в деталях рассказывать всю хронологию того, как велась подготовка к этому знаковому объединению, какие документы были подписаны, каким стало итоговое соотношение долей в объединенной компании. Все это уже известно, подробно освещено и, если так можно выразиться, пройденный этап. Гораздо интереснее и полезнее поговорить о том, что принесет эта сделка, в том числе Татарстану и нашим предприятиям, как она отразится на планах развития компании. Об этом прямо сейчас.
Инвестор и давний партнер Татарстана, крупнейшая российская нефтегазохимическая компания «Сибур», становится еще ближе и роднее. Это уже один из завершающих моментов оформления сделки века. О намерении дружить домами Таиф и Сибур официально объявили еще в конце апреля этого года, когда был подписан первый документ. А это подписание соглашения в Казанском Кремле. О сотрудничестве между Сибуром и правительством Татарстана его подписали Рустам Минниханов и председатель Совета директоров Сибура Леонид Михельсон. Об объединении с группой Таиф исторический документ скрепляет подписями и крепким рукопожатием Дмитрий Конов и Альберт Шигабудинов. Я официально заявляю, что данная сделка, как вот Леонид Викторович сказал, она привнесет и для республики, для жителей республики, для компаний пользу, и для Сибура, потому что уже такая компания будет стоить совершенно по-другому. Событие такого мирового масштаба, да, рождается нефтегазохимическая компания там, мирового уровня, которая может войти в пятерку мировых компаний в этом бизнесе. О плюсах этого объединения сказано немало, отметим только самые ключевые. Создание объединенной компании – это, с одной стороны, повышение ее устойчивости и конкурентоспособности, с другой – это новые возможности для роста и, соответственно, дополнительные доходы, прибыли, новые рабочие места. Это масштабный синергетический эффект, который будет получен за счет диверсификации сырьевой базы, оптимизации дистрибуции и логистики, а также повышения операционной эффективности активов. Первое, что мы продолжаем реализацию инвестиционной программы ТАИФа. Второй пункт – социальное партнерство. Мы прописываем, что Сибур продолжает те проекты и те направления, которые есть в компании ТАИФ. И для республики это было кардинально важно. В принципе, для нас тоже. С точки зрения юридических лиц, предприятий, налогов, мы продолжаем тот же режим, налоговый, который был, прикладываем усилия для развития и производства и увеличения налогов. И в любом случае это налоги, которые платятся в Татарстане. Чтобы такое объединение стало реальностью, была проделана колоссальная подготовительная работа, в ходе которой представители Таифа и Сибура воочию убедились, что такой союз двух сильных компаний сделает их еще сильнее и мощнее, станет по-настоящему взаимовыгодным. Сейчас уже смело можно говорить о том, что Татарстан, Нижнекамск и Казань становятся опорными регионами для объединенной компании. Это стало понятно в ходе визитов и обмена опытом делегаций на уровне конкретных предприятий. Опасная болезнь под названием ковид подорвала здоровье всей нефтехимической отрасли. Тем не менее, после тяжелейшего 2020-го Казань-Оргсинтез намерен немедленно вставать, а быстро бежать. Вперед на равных с конкурентами, а лучше еще быстрее. Для этого есть более чем амбициозная инвестиционная программа Казань-Оргсинтеза. Если учитывать все проекты, в том числе и такие масштабные, как строительство Казанского газоперерабатывающего завода и строительство Казанского нефтехимического комплекса, к 2030 году можно говорить о росте выручки и, соответственно, отчислении налогов в несколько раз по отношению к текущим показателям. Цель основная же какая? Попробовать найти синергии, где мы друг другу можем быть полезны. Коллеги, когда приезжали в Тобольск, тоже что-то подсмотрели, тоже интересовались производственной системой, цифровыми инструментами. Мы вот сегодня обсуждали предиктивную аналитику. Да? У Казань-Оргсинтез одна система используется, у нас другая. Я вижу отличие как возможность. И, конечно, главное эту ценность ухватить, понять, структурировать и сделать из этого 2 + 2 = 5. Суть бизнес-процессов интересно понимать, интересно разбираться в чем их разница, в чем они могут друг друга дополнить. Сравнить вас и нас в хорошем смысле этого слова, не для того, чтобы помериться, кто круче, вообще не об этом, естественно, а для того, чтобы, в том числе для нашей будущей компании, выбрать лучшее. Наши коллеги из Сибура очень активны, интересуются многим, потому что у нас есть общие темы. Технологи, люди открытые, они всегда идут друг другу навстречу. Потому что проблемы общие, и у них проблемы могут быть, и у нас, и надо решать и спать спокойно. Смешиваются культуры предприятий, смешиваются подходы, появляется возможность у людей передвигаться по карьерной лестнице, большие возможности появляются. Появляются идеи совершенно новые, появляется возможность взаимодействовать и улучшать, за счет этого взаимодействия улучшать практически все
показатели и качественные, и количественные по всей общей компании. Конечно, это хорошо, это благо. Как мы уже сказали, год 2021 в целом для экономики страны стал периодом восстановления и подготовки к устойчивому росту. Где-то этот рост уже достаточно явно проявляется в той же химии и нефтехимии. Теперь важно эту позитивную тенденцию закрепить. Для этого в России и в Татарстане есть хорошие предпосылки. Какие? Во-первых, мощнейшая сырьевая база. Второе, незаурядный потенциал роста, привлекательный внутренний рынок. По причине, в том числе и нашего отставания по ряду показателей от развитых западных стран. Мы уже приводили эти данные. Доля полимерных решений в России в ЖКХ 35%, в Европе 85%. Ну и третье, нашим лидерам нефтехимической отрасли сегодня вполне по силам занять более весомые позиции как на внутреннем, так и на глобальном рынках. И все бы хорошо, только и конкуренты не спят. Перспективы развития химии и нефтехимии видят не только в России, но и в других странах. А это значит, конкуренция будет усиливаться, становиться более жесткой. Поэтому, чтобы эту конкуренцию выигрывать, нужно быть эффективнее, лучше по многим параметрам. Особое внимание в том же «Казаньоргсинтезе» сейчас уделяется такому аспекту, как технологичность и экологическая безопасность производства. И это все не остается незамеченным. Не так давно коллектив «Казаньоргсинтеза» стал лауреатом премии правительства страны в области науки и техники. Высокой награды удостоена команда во главе с генеральным директором Фаридом Миннигуловым. Премии также получили главный советник генерального директора АО «Таиф» Альберт Шигабудинов, заместитель генерального директора «Таиф» Владимир Пресняков, генеральный директор общества «Совпласт» Андрей Евсеев. Здесь почти все работает в автоматическом режиме. Оператор лишь задает нужные параметры. Внутри этих мешков специальный вид пластика – поликарбонат. На этом заводе ежечасно вырабатывается до 30 тонн материала. Именно так он выглядит, пока не станет, например, контактными линзами или автомобильными фарами. Благодаря термостойкости и высокой ударопрочности поликарбонаты прочно вошли в нашу жизнь. Их применяют в автомобиле и самолетостроении, электронике, строительстве. Потребность выросла в пандемию. Пленочный поликарбонат применяется для изготовления средств защиты, в том числе и медиков. В свете последних пандемических событий из пленки поликарбоната производятся маски, забрала, которые защищают медиков от инфекции. Сегодня завод единственный производитель поликарбоната в России. Продукт реализуется как на отечественном рынке, так и за рубежом. Экологически безопасное производство было запущено еще в 2008 году. В 2020, несмотря на пандемию, «Казаньоргсинтез» смог провести модернизацию производства. Именно этой технологии, во-первых, так как у нас нет применения фосгена, очень опасно, это химическое отравляющее вещество. Это первый фактор. Потом при применении фосгена применяется очень много растворителей, которые нужно очищать и, соответственно, тоже выбросы в атмосферу. У нашей технологии этого ничего нет. Надо отметить, что создание промышленного производства поликарбонатов на «Казаньоргсинтезе» стало толчком, в том числе и для развития научных исследований по данной тематике. И, кстати, в этом же 2021 году поликарбонат «Оргсинтеза» уже был отмечен другой престижной наградой. На этот раз на Татарстанском нефтегазохимическом форуме. В номинации «Новая продукция» новинкой года был признан поликарбонат марки PC008 UL1. Он не имеет аналогов среди российских производителей и обладает уникальными прочностями и оптическими характеристиками. А это еще одна марка поликарбоната, которая вызвала повышенный интерес на выставке в Казани. Высокие гости во главе с президентом Татарстана заинтересовались. А что это за листы с посторонними включениями? Оказалось, это прозрачные листы поликарбоната, в которых застряли пули. Да-да, не удивляйтесь. В ходе в том числе таких экспериментальных исследований выяснилось, что так называемая 10-я марка казанского поликарбоната обладает высокой ударной вязкостью. Мы должны дать нашему потребителю, покупателю самый лучший продукт, который можно купить, привезти. Технологии все современные, поэтому качество отвечает всем современным стандартам, ГОСТам. Для нас, в принципе, нет разницы, что это иностранный покупатель или это покупатель из Российской Федерации. Марочный ассортимент будет со временем расширяться, изменяться его структура. Но это нормальный процесс. Сейчас мы наращиваем мощность до 100 тысяч тонн в год. В 2022 году у нас будут завершающие механические, технологические процедуры, которые позволят нам работать на мощности 100 тысяч тонн при первоначальной проектной 65.
Еще одна уникальная продукция Казань-Оргсинтеза – это полиэтилен-винилацетат. В России продукт известен под торговой маркой «Севелен». Казань-Оргсинтез намерен вывести производство этого материала на новый уровень. Компания объявила о планах по строительству нового завода по производству полиэтилен-винилацетата по японской технологии. Площадку на Казань-Оргсинтезе уже определили. Вот эти особенности физико-химических свойств и определяют основные эксклюзивные направления применения эвополимеров, севеленов промышленности и на практике. Это вот основными эксклюзивными направлениями применения севеленов является это производство обуви, это эластичные и надежные подошвы обуви. Это второе направление – прозрачные пленки, это для тепличных хозяйств. И третье направление – это клеевые композиции. И очень эксклюзивным направлением еще применения эвополимеров является это производство упаковок для соков и напитков. Что из себя представляет амбициозная инвестиционная программа Казань-Оргсинтеза и программа по модернизации производств? Не только новые мощности в химии и нефтехимии, но и серьезное обновление в энергетике. Для Казань-Оргсинтеза и в целом для индустрии это вопрос ключевой. Вопрос конкурентоспособности. В этом 2021 году компания сделала очень важный шаг в этом направлении. Было доставлено крупнотоннажное оборудование для строительства энергостанции ПГУ-250. И сейчас стратегический проект не только для Казань-Оргсинтеза, а для всей объединенной компании «Сибур» и «Таиф» вступил в фазу активной реализации. Планируемый срок ввода в эксплуатацию станции мощностью 284 мегаватт – 2023 год. Как доставлялось уникальное оборудование на площадку? Давайте вспомним. Если скажу, что это была одна из самых запоминающихся спецопераций, которая проходила в Казани в 2021 году, пожалуй, не ошибусь. Для нашей съемочной группы так уж точно. Обо всем по порядку. Груз доставили в разобранном виде водными путями. Разгрузка в займище заняла 9 дней. Более легкие комплектующие разгружали краном. Для крупногабаритных частей построили специальные подъездные пути. Оборудование для парогазовой установки Казань-Оргсинтеза, которое прибыло спецрейсом из Германии через Санкт-Петербург в Казань. Это сама турбина, ее вес почти 200 тонн, а это генератор. В сборе его вес 221 тонна. Общий тоннаж всего оборудования 1700 тонн. Чтобы доставить груз до назначения, это газовая и паровая турбины, генераторы для обеих турбин, плюс модули котла утилизатора, нужна не только специальная техника, но и специальное время. Как рассказывает нам руководитель компании, который займется транспортировкой оборудования, Динар Пасыев, маршрут разрабатывали очень тщательно, просчитывали разные варианты. Изначально были варианты с прибытием груза в Волжск и Зеленодольск. Когда посмотрели маршрут исследования, препятствия на пути в виде мостов и линий электропередач, решили, что быстрее будет доставить груз из займища. Выбрали самый такой оптимальный маршрут, самый короткий, самый оптимальный маршрут. Исходя из этого, здесь каждый метр уже обследован. Каждый метр уже согласован. Начало движения 23:00, столь позднее время было выбрано, как мы уже сказали, специально, чтобы не мешать движению другого транспорта. Днем в пределах города это было бы сделать весьма затруднительно. Нам разрешается перевозка с 10 вечера до 6 утра. Такие тяжелые габаритные перевозки в черте населенных пунктов. Это каждый груз индивидуален, каждому грузу надо индивидуальный подход. От займища до площадки Казань-Оргсинтеза оборудование доставляет специальным автопоездом. Он движется не быстро, но поступательно. Остановки случаются, например, когда нужно поднять линии электропередач. Филигранно автопоезд проходит под железнодорожным мостом в районе Кировской дамбы. На стройплощадке под гигантскую установку уже готов фундамент. Горячий запуск турбины запланирован на следующий год. Проект позволяет, во-первых, достаточно в хорошей степени обеспечивать вообще весь Казанский энергорайон по электричеству. Во-вторых, позволяет самому Оргсинтезу вырабатывать необходимое количество электроэнергии для собственного потребления. В-третьих, там есть серьезная экологическая значимость этого проекта, поскольку для него мы будем использовать в качестве топлива
частично природный газ, где-то примерно половина на половину, а половину мы будем использовать отходящие газы от наших производств. А эти отходящие газы, они в своем составе содержат смесь метана и водорода. То есть это с точки зрения стандартной парогенерирующей установки снижение примерно на треть снижение количества СО2, которое будет выбрасываться в атмосферу. Экологическая безопасность производства – еще одно важное, можно сказать, магистральное направление для Казань-Оргсинтеза. Как наглядное тому доказательство – уникальный проект модернизации факельных установок, реализованный на предприятии. Чтобы любое крупное химическое и нефтехимическое предприятие работало стабильно и безопасно, требуется серьезное техническое оснащение. Обеспечить бесперебойность производства и снизить воздействие на окружающую среду – в этом предназначение факельных установок. На Казань-Оргсинтезе их 6, от 40 до 110 метров в высоту. Они применяются на заводах этилена, полиэтилена низкого и высокого давления. Как же на деле работают факелы? Газы, которые нельзя переработать, они сбрасываются на факельные установки, где происходит их сжигание. То есть эти газы не попадают в атмосферу, не загрязняя их, и не образовываются какие-то взрывоопасные смеси, которые могут повлиять на окружающую среду или на окружающие какие-то постройки. Рассмотрим процесс более детально на примере этой факельной установки завода по производству и переработке полиэтилена низкого давления. Газ этан, который образуется в процессе производства, поступает по трубопроводам на факельный оголовок. Здесь и происходит его сжигание. Так в атмосферу попадает только углекислый газ и вода, которые не наносят вреда экологии. Комфорка, которая у нас дома, костер жжем, в баню топим. Принцип один и тот же. Просто это уже более в промышленных масштабах. Для каждого предприятия установлена предельно допустимая норма выбросов в окружающую среду. За этим следят санитарно-промышленная лаборатория, отдел экологии Казань-Оргсинтеза и государственные контролирующие органы. Они регулярно проводят мониторинг воздуха, чтобы не допустить увеличения углекислого газа в атмосфере. Благодаря модернизации оборудования Казань-Оргсинтез снизил объем выбросов СО2 на 20 тысяч тонн. Кроме того, с 2015 года на предприятии отказались от пара, который применялся на факельных установках для бездымного сжигания. Модернизация этих факельных установок позволила, допустим, снизить затраты в потреблении пара. То есть этот пар можно было уже пустить на другие нужды. Теперь для поддержания пламени в зону горения подается воздух. Это увеличило ресурс работы оголовок и улучшило процесс сжигания сбросов. Затем, чтобы все работало как часы, следит специально обученный персонал. Каждый день в определенное время, то есть производит осмотр их, проверяет их работоспособность, проверяет параметры, заносит в определенные журналы, где это все фиксируется, отслеживаем мы все это, работу. Потому что любая ошибка может как раз нарушить весь общий технологический цикл, что недопустимо в принципе. Можно сказать, что работа факельных установок учитывает интересы сразу нескольких сторон – предприятия и жителей города. Они не только эффективны и незаменимы в производстве, но и экологичны и безопасны. И в завершении программы о преодолении трудностей. Для Казань-Оргсинтеза этот год стал показательным. Поступательное развитие предприятия стало возможно благодаря стойкости коллектива, дисциплине и умению работников мобилизовываться в нужный момент. Самый наглядный пример – успешная кампания по вакцинации работников. Что такое вакцинация в промышленных масштабах? Все наши крупнейшие предприятия непрерывного цикла расскажут о своем уникальном и в то же время успешном опыте. Казань-Оргсинтез тоже может поделиться своей историей успеха в этом плане. Личный пример руководства – это еще один фактор, который во многом стал определяющим в прививочной кампании наших предприятий. После того, как публично привился руководитель Казань-Оргсинтеза Фарид Минигулов, его примеру последовали тысячи рядовых сотрудников компании. У нас среди работников провакцинировано более 90%. Это в количественном выражении 7170 человек, которые на сегодняшний день принадлежат вакцинации. Соответственно, для тех, кто провакцинировались, предусмотрено материальное поощрение и выдается 1 день
отдыха на реабилитацию после вакцинации. Достаточно высокий процент вакцинировавшихся, поэтому я думаю, что можно говорить о достаточно высоком уровне сознательности сотрудников предприятия. Себе лично, коллективу предприятия здоровья, во-первых. Во-вторых, чтобы все-таки пандемия эта закончилась. Я надеюсь, в следующем году. Это 2. А 3, у нас предстоит серьезная большая работа. Мы сейчас не просто Казань-Оргсинтез, мы сейчас уже Сибур. И у нас впереди большой, длинный и, я думаю, успешный путь. И на этом у нас все. С вами была программа «Реальная экономика» и я, Тимур Бекмурзин. Удачи в делах и финансового благополучия. До свидания.